Çoğu İçişleri Ministerliği, Ulusal Koğusu Hizmeti, Dışişleri Ministerliği bilen çoğu cüzgün iş hareketlerinin negizinde o çoğu cüzgün de şu anda. Basa belli koyan kalan özünüzler buna sıra almışlar. Да. Викрам, мы рады, что вы приехали. Расскажите, пожалуйста, что произошло, как все обстоятельства произошедшего. Получается, что я должен был поехать в Алмату 2 января. Я прибыл туда по приглашению своего друга. Мы хотели развивать одно дело. Вот. 4 числа начались митинги. Я увидел это из квартиры, которую снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал мне оставаться дома, не выходить. Я послушал где-то 3 дня, 4-5 числа, не выходил из дома, но ситуация продолжалась накаляться. Отключили интернет, продуктовые магазины перестали работать, поэтому я предпринял попытку уехать домой. 7 числа я взял такси с Сайрана и по дороге в Алматы в Бишкек на посту, военном посту в селе Самсы меня задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения. Далее что как происходило? Получается, в камере предварительного заключения обходились вежливо, давали еду, горячий чай. Вот. И 4 дня я там пробыл, получается, до выяснения обстоятельств. И сейчас усилиями властей Кыргызстана, получается, меня вернули на родину. Пользуясь случаем, я как раз хочу выразить свою благодарность. На самом деле сейчас в полной мере не могу рассказать о том, что я сейчас чувствую. Но самое главное чувство — это то, что за все эти годы, наверное, я по-настоящему не ощущал, насколько дорог сын Кыргызстана своему народу. Вот. Всем представителям власти, это Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ККНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Спасибо огромное за то, что проявили заботу, за то, что проделали такую огромную работу. И сейчас, находясь на площади у Вечного огня, я хотел бы сказать, что пускай это будет символом дружбы между народом Казахстана и Кыргызстана. Сейчас у Казахстана тоже тяжелое время. Никто от этого не застрахован. Но каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Как говорится, не в нужное время, не в том месте. Вот. И пускай этот вечный огонь символизирует вечную дружбу, вечное процветание, добро. И с годами пускай все это только увеличивается, и мирного неба нам нужно. А ваше видео, где вы признание сделали? Это, получается, был такой путь. Я услышал от сокамерников то, что если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же экспортируют в Бишкек. Угу. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя. Хотя этого не сделал на самом деле. Ошол видеодогу айтылган маалыматтардын баары азыр жалган ошондо, э? Акча алып. Все ваши показания, которые вы давали в видео, они ложные, получается? Это такой ложно, вопрос. Расскажите про ваши синяки у вас на лице. Вот мы сейчас смотрели, хромаете еще. Откуда, как все это произошло? Это произошло при задержании. С чьей стороны? С 7 числа, когда я возвращался с Айрана по дороге Алматы-Бишкек, когда меня задержали на погранслужбе военные. Это было жесткое задержание с применением силы. А с вами еще были кыргызстанцы, не знаю, В одной сокамерники? камере со мной еще было 4 кыргызстанца. Вот. Но по некоторым данным они невиновны, и завтра их тоже выпустят. И как раз большая работа со стороны Министерства внутренних дел сейчас продолжает проводиться. То есть ложную информацию вы дали только потому, что вам сказали ваши сокамерники?
Я услышал, что это легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой. И поэтому решил использовать. То есть все-таки в отношении вас сила была такая, скажем, насилие было применено. Для чего тогда? Вы Насилие? оказали сопротивление или почему вот у вас гематомы? И всё? Нет, просто на посту особо с военными не разговариваешь и ничего им не докажешь, и поэтому они в жесткой мере как бы задерживали всех. А Викрам, скажите такой вопрос еще. Вы подписывали ли какие-то бумаги о неразглашении информации со стороны ГКНБ, со стороны ГКНБ с другого государства, то есть Казахстана имеется в виду? Все бумаги, которые я подписывал, были мной же озвучены, собственноручно написаны. Это то, что я вам сейчас говорю. Все данные, показания, вот это и есть данные, которые я подписывал. Никаких каких-то тайных или коммерческой тайны, ничего такого я не подписывал. Мне не предлагалось это делать. Есть вопрос? Азыр учурда абалыңыз кандай? На сегодняшний день какое состояние? Я очень рад, что я дома. Мне легко дышать. И то, что вы видите на лице и прочее, это все пройдет. На самом деле, я очень рад, что жив, здоров. И мои близкие сейчас уже знают, что я дома и не переживаю. Далее именно в творческой работе как жить как далее вот сейчас, вот именно после интервью, куда вы собираетесь? Сейчас мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, поправить макияж, как говорится, и продолжить творчество. Вы знаете, чем я занимаюсь. Мы организуем джазовые фестивали. В этом году у нас уже 17-й фестиваль, 17-й год подряд. И уже активно ведется работа в этом направлении. Слово благодарности государству. Еще раз. Озвучил уже. Я озвучил, но еще раз хочу повторить, что я на самом деле до сегодняшнего дня в полной мере не осознавал, насколько каждый сын дорог своему народу. И в данном случае Министерство внутренних дел, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ГКНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Огромное спасибо за проделанную работу и за ваши усилия. И вообще представители власти Кыргызстана, спасибо, что вы заботитесь о своих гражданах. Еще один уточняющий вопрос. Когда вас вот задерживали, были ли с вами другие кыргызстанцы, наши соотечественники? Задерживали всех подряд. Там были и представители Таджикистана, Узбекистана, даже казахстанцы. В том числе и кыргызстанцы. А не располагаете такой информацией сейчас в Казахстане среди задержанных, сколько кыргызстанцев есть? Вот в моей камере было 5 вместе со мной. Было 5 вместе с вами. Да. Есть у кого-то еще вопросы? Все, вопросов нет, да, коллеги? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Скорейшего восстановления вам. Да. Перебивку. А у вас в Кыргызстане какие-то следственные мероприятия тоже ожидают? Вам не сказали? Или вы уже все, как бы приехали домой и сейчас домой поедете? Или может в Я МВД? сейчас поеду домой и буду наслаждаться тем, что буду со своими близкими родными. Сиздин ишиңиз боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү боюнча оюңуз кандай? Орусча Камчыбек айтпачы. Ташиев, глава государства, все, получается, обратили внимание, как вы вообще отреагировали, узнав. Узнали ли вы вообще то, что на власти? Честно говоря, когда я делал заявление, на самом деле, я же не делал этого. И была такая мысль, что на самом деле, люди, которые знают, чем я занимаюсь, что я делаю, они знают, что это все неправда. И, возможно, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Этот резонанс именно сработал и получил вот именно вот такой масштабный эффект, который мы сейчас наблюдаем. Спасибо. Все. Здравствуйте. Вы можете, вот для тех, кто опоздал, тоже, да, сказать несколько слов о том, что с вами произошло, как и когда? Может, вы потом поделитесь?
рассказывал. А потом, если где-то немного расхождения будет, ничего. Ничего. Получается, я летел в Алмату 2 января по приглашению своего друга в Алматы. Мы должны были начать дело по доставке товаров в регион. 4 числа вечером начались митинги. Я увидел это из квартиры своей, где снимал жилье. И позвонил своему другу. Он сказал, что начались митинги, ни в коем случае никуда не выходи, сидеть дома. Я просидел 4, 5 число, 6 число. Ситуация накалялась. И, получается, вырубили интернет. Продуктовые магазины закрывались, уже не работали. И я предпринимаю попытку. Я говорю другу, что лучше я поеду домой и буду дома сидеть. А вопрос еще. Вот когда у вас получали они признание в том видео, до этого видео вы говорили, что вы музыкант, что вы гражданин Кыргызстана, приехали сюда на гастроли или на концерт? Обязательно. Я говорю, И они вам не поверили, да? Ну, там тоже очень много у них работы, как я говорил, сложная ситуация. Не дай бог никому такого. Они пытались выяснить? Там вообще? были проблемы с интернетом. Но я все время говорил, что я музыкант, я достаточно известный музыкант, пускай они вобьют мое имя, я это шурвал. Так они, получается, заставили вас говорить вот это или как? Нет, Вот это все сейчас происходит из-за ваших слов же, которые в интернете все вот это пропаганда правильно. происходит. Вот девушка задавала вопрос, я говорю, что я услышал о том, что есть, если ты скажешь вот такое признание, то есть возможность, что тебя экспортируют в Бишкек. Как ты мог на это пойти просто сам посудить? Ну это было... Нет, я не журналист, я со стороны, что надо обязательно журналистом, что ли? А сколько вас пытали? Да, вот какое количество времени у вас примерно? Пыток не было. Пыток не было? То, что вы видите, я еще раз повторяю, это было в поселке Самсы применено военными при задержании. Ну, то есть вас никто не пытал? Нет. А почему вы тогда сказали, что вам оплатили? То есть это же понятно, что пытали и вы сказали, говорит, что извините, я пожалуйста, извините. Ол да чарчады, үйіне кетсін. Араң эле келип тапты. Суюшке кошуңузду да. Жарат. Үйіне кетти. Урматтуу BBC-нин көрөрмандары, сиздер азыр Викрам Рузахуновдун Кыргызстанга келип суроолорго жооп бергенине күбө болдуңуздар.